сталкиваемся, это отношение, например, собственников жилья с управляющими компаниями. Когда жители соглашаются с низким качеством услуг, которые предоставляют несостоятельные управляющие компании, не проявляя никакой активности в их смене или выборе более таких серьезных состоятельных управляющих компаний. Об этом, конечно же, говорит и у нас фактически слабое развитие территориально-общественного самоуправления. Хотелось бы, чтобы вы здесь консолидировали деятельность общественных советов наших управ и пригородов, собрали вокруг себя активных жителей, чтобы люди более результативно отстаивали свои жизненные интересы. Необходимо, конечно же, дальше повышать роль и статус палаты в организации общественного контроля. Это касается всех аспектов управления, действий городских структур, прозрачности земельных процедур, бюджета, качества коммунальных, бытовых, социальных услуг. Общественная палата, я считаю, именно тот орган, который имеет все полномочия в этой сфере и с которым я намерен в этом вопросе уже самым активным образом сотрудничать. В целом, уважаемые коллеги, как глава города, я намерен и готов поддержать все ваши дельные предложения. Надеюсь, уже в ближайшее время, без долгой раскачки, вы утвердите свои планы действий. Город наш развивается стремительно, быстро, и мы ни один день не можем снизить темпы и динамику нашей совместной деятельности. Считаю, что большой потенциал у нас есть во взаимодействии с Общественной палатой республики, который в полной мере пока не реализуется. Я считаю также, что необходимо вам спланировать свои общие действия и мероприятия в этом направлении. Поэтому также предлагаю вам с самых первых дней своей работы активизировать освещение своей деятельности, диалог с населением, все ресурсы нашей окружной администрации, сайт, муниципальные газеты открыты для этого. И я еще раз хочу подчеркнуть, что мы, городские власти, готовы к постоянному открытому взаимодействию с Общественной палатой, поэтому я желаю второму созыву нашей Общественной палаты яркой, успешной работы. Вот. Хочу сейчас уже перейти к процедурным нашим вопросам. У нас необходимый кворум для проведения первого заседания Общественной палаты городского округа города Якутск имеется. Так, регистрация здесь проведена. У нас по уважительным причинам отсутствуют 4 члена Общественной палаты избранных. Так, основной находится на выезде, в больнице и в связи с семейными обстоятельствами отсутствует выезд. Вот. В работе нашего первого заседания Общественной палаты города Якутска второго созыва принимают участие председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Вячеслав Петрович Алексеев, председатель Якутской городской думы Саймонов Александр Александрович, председатель первого созыва Общественной палаты городского округа города Якутск Горбатюк Борис Александрович. Уважаемые члены, прежде чем уже мы перейдем непосредственно к организационным вопросам, разрешите несколько приветственных слов предоставить и первым разрешите слово предоставить председателю первого созыва Общественной палаты города Якутска Борису Александровичу. Так, уважаемые коллеги, во-первых, разрешите мне поздравить вас всех с избранием в состав Общественной палаты второго созыва, пожелать вам больших творческих успехов. Это очень сложная, очень трудная работа, которая требует и большой затраты сил, и самое главное, требует изучения, досконального изучения всех обращений и вопросов, которые поступают в Общественную палату. Мы, например, очень, я считаю, в тесном сотрудничестве работали с администрацией города Якутска. Все наши начинания, и предложения, которые мы делали, касались жизни города, были поддержаны администрацией города. Поэтому самое главное, я считаю, что в работе Общественной палаты заключается в том, чтобы изучать настроение населения по улучшению жизни города. И при помощи Общественной палаты воздействовать и работать с администрацией города с тем, чтобы эти пожелания исполнялись. Я не буду перечислять те мероприятия, которые были проведены Общественной палатой. Но самое главное, что Общественная палата, как выразитель интересов и пожеланий населения города, должна чутко реагировать на все эти замечания, на все пожелания,
которые выражают граждане. Причем, значит, я считаю, например, посмотрел документы, что общественная палата не должна превращаться, значит, в какой-то орган, значит, особый. Вы все прекрасно знаете, что в положении об общественной палате, значит, общественная палата выполняет общественные функции, и все замечания, все предложения носят рекомендательный характер. Чтобы не было, так сказать, амбиций, каких-то пожеланий сверх того, что было сделано, рекомендовано, значит, должно находить отражение прежде всего, значит, в деятельности общественной палаты. И вот у меня есть такое пожелание, очень внимательно относиться особенно к обращениям граждан. Писем будет поступать очень много. Все письма решить положительно нереально, потому что есть такие предложения, которые выходят за рамки всякого законодательства. Но вместе с тем населению нужно объяснять, значит, работать с населением, чтобы не было никаких недоразумений, значит, между населением и членами общественной палаты. Я посмотрел вот документы, в положении, в старом положении, надо внести некоторые поправки. Вот, например, там есть такой пункт, что заседание общественной палаты проводится не реже один раз в квартал с разрешения главы городского округа город Якутск. Это один пункт. Мы работали самостоятельно. Разрешение главы мы не спрашивали, решение доводили. Это очень серьезный вопрос. В регламенте, например, есть такой пункт, на который тоже нужно обратить внимание. На заседание палаты приглашаются руководители предприятий, организаций, которые отчитываются, которые вносят какие-то предложения и так далее. И там есть такая фраза «согласие руководителя». Но если общественная палата приглашает, это что, обязательно должно быть согласие, он отказался, и на этом все закончилось. Мне кажется, что вот эти нюансы нужно учесть и с документов убрать в это самое. Мы не на суд вызываем члены общественной палаты, мы не какие-то решения в это самое, а если общественная палата приглашает, значит, на свое заседание человека, которого проверяли, или человека, который вносит какие-то предложения, значит, рекомендации, я считаю, что его присутствие должно быть обязательным. Так что вот эти нюансы посмотреть. Но вам будет проще в каком плане, что, значит, сейчас работает, идет обсуждение законопроекта, внесенного главой республики, об общественном палате, совете, значит, муниципальных образований, где четко расписаны вот нюансы, но есть тоже моменты, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, допустим, мы обсуждали в свое время, наше предложение давали, значит, что общественная палата должна иметь свой аппарат. Какой аппарат? Есть совет общественной палаты, который решает в это самое. Единственный человек, который занимается, значит, введением всей документации, значит, секретарь, который из администрации, я считаю, что никаких аппаратов не должно быть. Ну, это ваше решение как. Каким образом вы будете строить, будут работать комиссии, или вы как-то будете называть по-другому? Но я, например, считаю, что в старом или в первом созыве первой палаты, общественной палаты, значит, работало 4 комиссии. Комиссии работали очень, я бы сказал, эффективно. Пусть мы не 100% исполнения добивались, но во всяком случае все члены комиссии очень серьезно относились к тому, значит, тем обязанностям, которые возлагались согласно регламенту. Поэтому каким образом вот структурное построение нового состава общественной палаты вы организуете, примете в это самое, это все зависит от вас. Ну и все-таки
Значит, хотелось бы, чтобы члены общественной палаты, очень добросовестно относились к тем обязанностям, которые возлагаются и нормативно-правовым актом, и, значит, и регламентом. Так что успехов вам в этом трудном, нелегком, но, я считаю, очень благородном пути, который касается жизни населения нашего города. Спасибо за внимание. Спасибо, Борис Александрович. Так, разрешите слово предоставить председателю Общественной палаты Республики Саха-Якутия Вячеславу Петровичу. Уважаемые коллеги, разрешите от имени Общественной палаты Республики поздравить вновь избранный состав Общественной палаты города Якутска. Действительно, вы взяли на себя очень серьезную ношу, помимо своей работы, еще на общественных началах, заниматься общественными делами в городе Якутске. Тем более, практически общественная площадка палаты является той площадкой, на которой практически обсуждаются любые вопросы, которые выносятся общественными организациями, некоммерческими организациями во имя развития и интересов города Якутска. Но с первым составом у нас сложились очень добрые отношения. Мы, в принципе, постоянно контактировали. Борис Александрович принимал участие во всех проводимых нами мероприятиях, выступал по обмену опытом, потому что практически общественные советы за эти годы становились на ноги. И вот надо было выбирать все доброе, хорошее, которое есть у нас в республике. И вот опыт взаимодействия Общественной палаты города Якутска с администрацией городского округа, конечно, был хорошим примером для налаживания тех отношений, которые у нас сегодня формируются в республике. Сегодня, к слову, надо сказать о том, что, наконец, Государственной Думой принят закон об общественных палатах региональных общественных палат субъектов, согласно которого практически многие вопросы сегодня окончательно нашли свое законодательное подкрепление. И нам очень отрадно то, что сегодня практически не только органы государственной власти и органы местного самоуправления работают с нами, практически согласно федерального закона. Такие обязанности сегодня легли на территориальные органы государственной власти Российской Федерации. То есть сегодня у нас есть реальная возможность практически исполнять закон об общественном контроле в части всех уровней государственной власти. И тут было сказано о том, что сегодня готовится закон об общественных советах палатах в республике, органах местного самоуправления. Этот закон разработали мы, общественники, общественные палаты, передали сегодня Министерство по развитию гражданских инициатив. Я думаю, что второй состав примет самое активное участие в рассмотрении этого закона, потому что мы должны туда внести все, что нами наработано, все, что нам необходимо, чтобы на основании вот этого закона нам вместе работать. Это будет наш основной такой, законодательный акт на уровне муниципальных образований. Сегодня готовятся вопросы по формированию общественных советов. Имеется положение, утвержденное Общественной палатой Российской Федерации и правительством Российской Федерации, согласно которого при формировании общественных советов 75% состава должны формироваться общественными советами, палатами, и плюс 25 экспертной комиссии. То есть, мы будем принимать активное участие при формировании общественных советов. Я думаю, что мы это положение тоже утвердим и, в принципе, им будем активно пользоваться. Но в целом, уважаемые коллеги, действительно, работа очень сложная. Помимо своей работы, заниматься большими общественными делами. Очень много обращений в адрес общественных палат. И, конечно, особенно Общественная палата республики тоже, это практически 30 человек, это жители республики, и 36 это представители районов и городских округов. Поэтому будем работать вместе, решать те или иные вопросы, но всегда мы находили полное взаимопонимание, мы принимали участие во всех ваших мероприятиях, и мы всегда стараемся привлечь
вас вот, в решении тех или иных вопросов, которые, значит, решаются на уровне республики. Ваш представитель, ну, сегодня это Анатолий Жандуров, значит, он является членом Общественной палаты республики. Значит, он был членом Общественного совета, но сегодня просто я в открытую об этом говорю. Антон Анатольевич написал заявление в связи с тем, что у него нет времени, и вышел из состава совета. Хотя у меня принцип, чтобы представитель вот нашей, особенно столичной палаты, всегда был в составе совета и принимал активное участие. Конечно, это очень неудобно, но об этом я вынужден сказать, потому что ну, в марте месяце у нас будет формироваться новый состав, и уже надо будет выдвигать новых людей. Вот хотелось бы, чтобы представитель города Якутска, значит, ну, был у нас и принимал самое активное участие. Ну и в заключение разрешите еще раз всех вас поздравить с избранием нового состава Общественной палаты, пожелать вам в дальнейшем больших творческих успехов, каждому здоровья, благополучия и счастья. Спасибо. Спасибо, Сергей Петрович. Так, коллеги, ну сейчас переходим уже непосредственно к повестке заседания Общественной палаты. У нас решением Организационного собрания Общественной палаты была создана рабочая группа, которая отработала так и вносится повестка заседания, в которую включены 5 вопросов. Какие есть предложения по повестке? Есть предложение утвердить. Кто за, прошу проголосовать. Против, воздержался, принято единогласно. Спасибо. Уважаемые коллеги, тогда приступаем к рассмотрению первого вопроса по повестке по регламенту Общественной палаты городского округа город Якутск. В соответствии здесь с решением рабочей группы представлен регламент Общественной палаты был для внесения предложений и замечаний. И прошу от имени рабочей группы с информацией выступить Антон Анатольевич Жандуров. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, регламент у вас у всех есть, да? Предлагаю сразу приступить к поступившим предложениям и замечаниям по внесению изменений в регламент. Да? Для этого обратите внимание на листок с предложениями. Тут немножко ошибочка, да, там, вот первый вопрос от Александра Захарова, не 31 статья, а 32, обратите внимание. То есть, насколько я понимаю, Александр предлагает упростить процедуру входа членов Общественной палаты, да, при подаче заявлений в новый состав. То есть, если первоначально сейчас требуется также предоставить нотариально заверенную копию устава организации, которая выдвигает своего представителя, и нотариально заверенную копию свидетельства о госрегистрации общественного объединения, а также нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в общественном, ну, ЕГУ, да, то Александр предлагает изменить это, упростить и требовать лишь заверенную печатью организации документ, копию устава, а также копию свидетельства о госрегистрации, также заверенной печатью. Предложение поступило, предлагаю высказаться, у кого какие мнения есть. Необходимо ли упростить процедуру входа? Коллеги, надо сначала договориться, мы тогда, Антон Анатольевич, вы предлагаете по каждой поправке, по предложению, так, голосовать отдельно, так? Ну да, потому что их немного 4, они немножко разные. Хорошо. Тогда есть предложение по каждой поправке пойти отдельно. Да? Вот по первой поправке, которая поступила от Александра Семеновича, так, какие есть предложения? Пожалуйста. Я думаю, нужно оставить, как было. Так, в связи с чем? Она нормальна. Она... Туда должны быть серьезные люди привлекаться, да? Вот, чтобы проверить людей, узнать получше. Так. Так, Александр Ильич, вы выскажете? Да, я разъясню, да. Александр Ильич, можно съездить? Дело в том, что, в принципе, да, вот, я не считаю этим актуальным, да, вот, старую редакцию, так как, в принципе, это просто очередной препон. Я сам, получается, руководитель общественной организации, да, и любая серьезная общественная организация, там, как, я думаю, проверки, которые вот, мой коллега говорит, это можно и как бы по рекомендациям, да, то есть там по характеристикам проверить, да, соответственно. А любая зарегистрированная организация, которая имеет там выписку из ГРУ свежую, да, и прочее, она имеет печать.
И по закону, получается, любая общественная организация, или там, где же там, ООО и прочее, да, имеют право сами заверять свои документы. То есть даже когда, допустим, на те же подаем когда гранты, да, или там представляем какие-то документы в иные какие-то инстанции, государственные, муниципальные и прочее, да, то там, получается, фигурирует всегда печать организации, которые подают документы, да. Это один момент. А второй момент в том, что многие общественные организации, да, как бы они не имеют лишних средств там, на содержание бухгалтера там, и прочее, да, то есть, соответственно, им зачем их лишний раз, допустим, озадачивать такими вопросами, как дополнительными расходами. То есть это как бы, вот, допустим, у нас представитель есть Марат, да, он тем более общественник с ограниченными возможностями, да, соответственно, для него, допустим, было бы достаточно сложно заверять те или иные документы, бегать по нотариусам и прочее. То есть, я думаю, надо это просить. Тем более у нас есть вообще... Суть вашего предложения понятна? Еще есть предложение? Я тоже бы хотел прокомментировать, да. На самом деле предложение есть, да, здравое зерно. С одной стороны, да, когда требуется достаточно серьезный подход при подготовке документов, это правильно, да, то есть это говорит о том, что человек, который выдвигает свою кандидатуру в общественную палату, он как бы настроен серьезно, готов собрать документы. С другой стороны, здесь могут возникнуть моменты действительно лишних преград, да, на пути, потому что в этот раз сколько поступило заявок в общественную палату, Анжелика? Без правильно оформленных документов. Более 50. Более 50. Мы рассматривали сколько? 12. 12. То есть мы говорим о том, что больше половины из них людей мы просто до нас не дошли, мы их не рассмотрели, они этот фильтр не прошли. Да? Может быть, там были достойные люди, которые просто не смогли там, по разным причинам оформить документы. Поэтому здесь прошу принять это во внимание. Хорошо. Коллеги, я как ведущий, так пока еще мы не избрали представителя общественной палаты, тоже выскажу. На самом деле я считаю, что так, на первом этапе, конечно, нам необходимо было достаточно серьезную процедуру поставить, потому что у нас общественная палата тогда создавалась первый раз, мы только начинали работать. И, конечно, определенные такие требования мы должны представить, чтобы посмотреть, как это все будет работать. Сейчас мы видим, что уже общественная палата достаточно серьезно уже о себе заявила, стала на ноги, она уже имеет свой вес, свою репутацию. Желающих, конечно, попасть в общественную палату города уже становится больше, и это хорошо. С другой стороны, вот пользуясь этим, мы должны не ужесточать правила, как бы, по которым мы членов должны дать, а наоборот максимально либерализовать с тем, чтобы как можно больше активных наших горожан стремилось в общественную палату города Якутска попасть. Другой вопрос, что по ходу работы мы, конечно же, должны здесь уже выстраивать свои фильтры. Это уже вы, как общественная палата, должны здесь это думать, как это сделать, чтобы при либерализации административных процедур, предоставления для документов для приема члена общественной палаты представителя общественных объединений, мы с тем более ужесточали гражданский контроль, общественный контроль за, скажем так, за теми людьми, которые хотят стать членами общественной палаты. Вот. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что предложение Александра Семеновича можно принять, да, в части упрощения, то есть вместо нотариально заверенных копий, чтобы заверяла уже сама организация непосредственно. Но вместе с тем, вот именно вопросы вашего внутреннего контроля, скажем так, мы вообще контроля общества за этими процессами, мы, конечно, должны более серьезно продумать, но я думаю, что это как раз предмет, в том числе и вашей работы второго года. Поэтому, коллеги, я давайте тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы внести изменения в статью 32 устава регламента общественной палаты в части изменения документов с нотариально заверенных на заверенных печатными организациями. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Дальше мы... Так, коллеги, переходим к второму предложению. Это команда Назарча Дьяконова. Пункт. Антон Андреевич, Да, конечно. Значит, уважаемые коллеги, статья 19, там 20 пункт 1.
у нас звучит так. Общественная палата избирает 2 заместителей председателя. По представлению председателя далее по тексту. 2 избирает 2. Я предлагаю значит, добавить там слово. Общественная палата избирает не менее 2 заместителей. Значит, почему? Потому что мы значит, ограничивать себя. Зачем ограничивать 2 заместителями? У нас вот представительство других, значит, общественных палат, там много очень мероприятий надо будет посещать. Там как-то вот хотелось бы, чтобы статус был замов и так далее. Вот. Я считаю, что нам не надо ограничиваться только 2 заместителями. Можно 3, можно. Это по ходу работы там дальше видно будет. Поэтому не надо себя ограничивать 2 заместителями. Давайте вот это слово примем. Не менее 2, чтобы низкий предел. А там дальше по ходу работы мы в течение 3 лет посмотрим, может, да изберем и так далее. Представим уже к новому составу. Как вы считаете? Хорошо. Какие есть предложения? Поддержать. Я считаю, что нужно оставить в прежней редакции, потому что есть председатель комиссии, который значит, выполняет функции примерно такие же. И 2 заместителя на 21 человек — это больше, чем достаточно. Можно тоже реплику, да. С одной стороны, Виктор Васильевич правильно говорит, да, с другой стороны, тоже есть момент, вот, ну, опираясь на тот опыт, который был в первом созыве, да, вот, заместители председателя, они тоже бывают очень заняты, да, например, тут находятся в другом городе, да, и здесь иногда выходило так, что мне приходилось очень часто присутствовать, да, на различных мероприятиях как заместитель председателя, да, хотя, конечно, насколько это правильно, да, поэтому, мне кажется, 3 можно было бы утвердить, потому что 2 или 3 здесь разница не такая большая, часть именно вот, увеличения. Можно еще озвучить, да? Вот здесь последующее мое предложение, статья 22, Виктор Васильевич. Значит, там, правда, неправильно написано. Значит, там речь идет о формировании комиссии, о председателях комиссии. Я предлагаю в состав комиссии в качестве председателя могут входить заместители председателя общественной палаты. Вот одно из другого исходит. Я думаю, замы председателя могут быть одновременно и председателем постоянной комиссии. И по практике можно. Хорошо. Михаил Пинозарович, здесь одно но. Вы все знаете о том, что каждый заместитель председателя курировал деятельность 2 комиссий. Курировал полностью в это самое. Так что стоит и огородить огород, когда там четко отработано было. Да. Вот у меня такое предложение, что оставить. Они и так отвечали. Значит, Мария Николаевна, вы знаете, за что отвечала. Антон Анатольевич тоже в это самое конкретно курировали, работали с председателями комиссии, с членами комиссии и так далее. Можно тоже высказаться? Но в некоторой степени то, что вы говорите, так что было в первом суде, это на самом деле ущемление прав председателя и его заместителей. Потому что вы их вывели, как бы сказать, что вот это начальники, так они не имеют права в комиссию просто даже как рядовые члены входить и участвовать в обсуждении тех или иных вопросов. Не могут входить, прямо у вас написано так. Это же не значит, что Ажандуров должен принимать участие, не должен принимать участие в заседаниях той или иной комиссии, в работе которой ему просто интересно принять участие. На самом деле это ущемление прав конституционных причин. Курирование такое слово. Курирование этого просто. То есть он курирует, но он не принимает участие даже в голосовании. Это почетный зампредседателя получается. У нас еще раз говорю, первый созыв это первый созыв, так, мы все учились этому. По опыту надо, чтобы и они работали. Так, Александр Семенович, Да, я считаю, что предложение надо поддержать, потому что, как я понимаю, судя по предложениям, да, которые наблюдаешь, да, по регламенту и по структуре, комиссии будет тут много предложений, да, комиссия раз, не знаю, соответственно, и количество заместителей может быть увеличится. Тем более тут уже вопрос поднимается не о том, что просто взять их увеличить заместителей, да, а общей эффективности работы общественной палаты города Якутска. Поэтому я считаю, надо поддержать. спасибо. Можно 2 объединительно. Нет, это разные статьи,
Это одна касается статьи, на самом деле здесь статья 20 и статья 23, насколько я понимаю. Так, здесь все-таки у нас какие-то ошибки в выполнении документа. На одну статью все. Сначала по замам, потом по комиссии. Да, давайте поэтому сначала по замам о том, что общественная палата избирает не менее 2 заместителей председателя. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Так, кто против? Кто воздержался? Воздержалось 2 человека. Так, решение принято. Так, следующий пункт о формировании комиссии и межкомиссионных рабочих групп, о том, что в состав комиссии в качестве председателя могут входить председатель общественной палаты и заместитель председателя общественной палаты. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Так. Нет, там можно было. Ну, как, Александр Сергеевич, я так прочитал. Так, кто за? Александр Сергеевич, там председателя, правда, не было, тут добавила отдел почему. Да, его бы, Только заместители. я бы председателя исключил. А, председателя исключает? Да. Ну, я читаю, как мы документы подготовили. Извините. Это неправильно. Тут не обязательно же председателями они могут и членами. В качестве председателя и не членов. Там Кстати давай. говоря, почему обязательно председательная комиссия? Да. Поэтому здесь надо, я думаю, предлагаю вот такую формулировку. Харлан Казадович, надеюсь, согласится, что в состав комиссии могут входить заместители председателя общественной палаты. Да, правильно. Нет возражений? Да. Вот в такой формулировке ставим, кто за, прошу проголосовать. Так, против, воздержались. Так, один воздержался. Так, Заключительный вопрос. решение принято. Так, следующий. Заключительный вопрос от Александра Захарова. Я предлагаю сразу Александра озвучить. Да, тут предположение как бы не совсем правильно написали, что вот написано право на прием граждан, содействие органам муниципальных органов власти и в деятельности члена общественной палаты. Тут как бы вопрос, я поднимал предложение о том, что я читал положение, да, и читал, получается, вот сам регламент, да, и сравнивал их с этими, такими же документами, которые оперирует Общественная палата Российской Федерации. Соответственно, в наших документах, да, ни в регламенте, ни в положении, получается, нету таких пунктов, допустим, как по правам члена Общественной палаты. Там везде, получается, фигурирует, то есть, там, комиссия там, и прочее, а самолично, получается, член как будто бы прав никаких не имеет. То есть это как бы я не считаю правильным, да, считаю, надо с этим пунктом надо как-то поработать, да, и в положении, соответственно, да, по Общественной палате города Якутска, я считаю, надо как-то отразить гарантии компенсации понесенных расходов и финансового обеспечения деятельности аппарата Общественной палаты города Якутска. Тем более такой пункт получается в новой редакции Федерального закона от 23 июня 2016 года об общих принципах организации деятельности Общественной палаты субъектов Российской Федерации, он есть. То есть это финансирование Общественной палаты, допустим, муниципального образования, оно должно прописано быть в бюджете города Якутска. Я здесь предлагаю, на самом деле, ваши предложения требуют рассмотрения, так и обсуждения, но это не вопрос сегодняшней повестки дня, это не вопрос регламента. У нас должна быть четкая формулировка. Во-вторых, у нас все-таки должен быть принят республиканский закон, о котором сейчас Вячеслав Петрович говорил, где четко должно быть определена возможность муниципалитетам финансировать свои общественные палаты. На сегодняшний день то, что вот вы сослались на федеральный закон, это в отношении общественных палат субъектов. Поэтому если мы сейчас пропишем у себя общественную палату города Якутска, как муниципальное образование, то, соответственно, это вызовет, опять же, может вызвать протест, в том числе и надзорных органов. Поэтому этот вопрос, Александр Ильич, безусловно, требует решения того или иного. Я в целом с подходом вашим соглашусь, что мы каким-то образом должны и права членов общественной палаты, про возможно финансовое обеспечение деятельности, может быть, не аппарата, но самой общественной палаты мы должны прописать. Да? Вместе с тем, вот еще раз говорю, это вопрос, который необходимо еще доработать, подготовиться. Но я думаю, что вы решение примете, мы его обязательно согласуем и встретимся по этому вопросу. Но сегодня это не вопрос сегодняшней повестки. Поэтому я прошу, пока вам его снять и в дальнейшем уже внести свои предложения. Хорошо, я подготовлю отдельно. Спасибо. Тогда у нас первый вопрос, в принципе, вы по отдельности проголосовали, мы должны в целом голосовать? Нет, Александр Сергеевич, еще это замечание одно. Вот статья 15 состав.
Это председатель, заместитель председателя, члены общественной палаты, председатель комиссии, секретарь. Почему не входит в состав совета? И это техническая ошибка или как-то само? Борис Ильич, я думаю, что второй созыв сам разберется, если какие-то решения будут. Ну как, мы же действуем по тому документу, который у нас был принят. Хорошо, коллеги, вот по первому вопросу, да, в регламент общественной палаты изменения внесены вот, по 3 пунктам. Так, кто в целом за все эти изменения, прошу проголосовать. Против, воздержался, принято единогласно, так решение по регламенту принято. Переходим ко второму вопросу о структуре общественной палаты городского округа города Якутск. Пожалуйста, Ну, структура также у всех перед глазами, да, и обратите внимание на предложения, поступившие по изменению структуры. Ну, в первую очередь, Харалд Константинович предлагает учредить должность третьего заместителя, назначить заместителя председателями комиссии палаты. Но по председателям комиссии мы уже решили, это уже обсудили, да? Должность третьего заместителя в принципе тоже пошла. Далее, Это неправильно, Антон Андреевич. Тут лишнее. Это не то, тут написали. а как Это я так? предлагал в регламент. Это не то. Ну понятно, и случайно это. Да, это все. От господина Юрченко есть также предложение по изменению структуры. Преобразовать комиссии палаты следующим образом. Комиссия по вопросам градостроительства, земного пользования и экологии. Комиссия по вопросам науки, образования и культуры. Комиссия по нормативно-правовым вопросам, вопросам ЖКХ, связи с органами местного самоуправления и НКО. Комиссия по экономическому развитию, вопросам торговли и предпринимательства. Комиссия по вопросам здравоохранения, семейной и молодежной политики, физической культуры и массовому спорту. Тут господин Юрченко присутствует? Да. Можете прокомментировать? Ну, просто предлагаю разделить немножко комиссию по социальным вопросам, потому что направление очень большое. И, то есть образование и науку выделить отдельно, молодежную политику, физическую культуру, спорт отдельно. И немного изменить вот, градостроительство, землепользование, экология. Тоже тут была комиссия по науке, инновациям, экологии и аграрной политике. Это вот как бы сделать одной с градостроительством. А по взаимодействию с некоммерческими организациями и нормативно-правовыми вопросами тоже считаю, что должна быть отдельная комиссия. И предпринимательство, экономика выделить в отдельную комиссию предлагаю. Ну что, обсудим? Какие? Да, подожди, может быть, мы все-таки по каждой, здесь же у вас сколько предложений поступило? 3 получается. Считаете 3. Так надо, наверное, чтобы все высказали, потому что они же как мы сначала одно примем, потом второе, потом третье. Что... Да, Александр. Александр Семенович, пожалуйста. Так, да, извиняюсь. Соответственно, я как сам, получается, представитель общественной организации, которая называется Комитет народного контроля, да, то есть более 6 лет мы занимаемся такими вопросами, как обращение с гражданами, то есть общественный контроль и прочее. То есть я считаю, что если у нас есть закон и федеральный, и республиканский об общественном контроле, соответственно, было бы логично иметь в аппарате, получается, то есть в составе общественной палаты города Якутска аналогичную комиссию, которая занималась бы именно такими вопросами, как обращение граждан, и, соответственно, вела вот эту конкретную работу по общественному контролю. В принципе, все. Далее у нас предложение от Юрия Шкоркина. Он сейчас не присутствует, поэтому я озвучу. Отделить вопрос предпринимательства из комиссии по вопросам городского хозяйства, строительства и предпринимательства. Создать отдельную комиссию по вопросам предпринимательства. В состав одной комиссии должно входить не менее 5 членов палаты. Спасибо. Так, ну вот основные предложения поступили. Какие есть идеи? Можно? Пожалуйста, Виктор. У меня такие предложения. Ну, во-первых, по вот, мнению Юрченко и Янки Захарова. Мне кажется, что вот первая комиссия, как предлагает Александр Семенович,
комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и экологии, а вторая комиссия по вопросам науки, образования и культуры. Получается, что экология отделена от науки, что не совсем правильно, я считаю. У нас была общая такая комиссия по экологии, науке, инновациям и землепользованию. Теперь вот в отношении комиссии по обращениям граждан. Мне кажется, что эту комиссию обязательно нужно создавать, потому что цель общественной палаты – это, конечно, создание моста между руководством города и гражданами. И вот эта комиссия, она будет играть очень большую роль. Кроме того, у меня есть предложение создать комиссию по связям с общественными организациями города. Это очень слабое звено было в работе общественной палаты первого созыва. Мы, по сути дела, не знали, сколько общественных организаций существует в городе, какова их работа. Ни разу не посещали ни одного собрания, там, не приглашали представителей этих организаций на, значит, заседание общественной палаты. То есть связи никакой не было. А это вот и в своем вступительном слове Алексей Сергеевич говорил о том, что цель и основное назначение общественной палаты – это создание единого какого-то такого центра общественного, чтобы работали мы все сообща, без таких разъединений, что ли. Какая-то общая цель была у нас и общая работа. Так что вот есть предложение создать вот такие комиссию, значит, по обращениям граждан и комиссию по связям с работой общественных организаций города. Спасибо. Еще, пожалуйста. Какие идеи есть? Так, ну давайте тогда я вот, наверное, так подытожу. Да. Все предложения, в принципе, достаточно интересные. Так? Вместе с тем, вот я хочу логику первого созыва здесь как бы рассказать, когда комиссия создавалась. Ну, во-первых, по социальной сфере. Коллеги, социальную сферу никаким образом города делить нельзя. Потому что социальная сфера – это единый организм, так? Вне зависимости от того, образование ли это, культура ли или здравоохранение. Как только мы начинаем делить социальную сферу на разные блоки и так далее, на разную ответственность, то мы неизбежно приходим к определенным таким вопросам, которые начинают выпадать, начинаются там какие-то не очень правильные будут вещи. Другое дело, когда это государственное собрание, например, оно может отдельно создавать какие-то там здравоохранение, семейная политика отдельно, образование, культура, например, отдельно. Да? Почему? Потому что они принимают законодательные акты, соответственно, они неизбежно должны более предметно работать. У нас же общественная палата города, она единым социальным блоком должна рассматривать. Это важнейшая комиссия, и делить ее там из благих каких-то целей на две части, мы еще раз говорю, мы ни там ничего хорошего не получим. Поэтому я вот предлагаю в этой части, я вам очень серьезно подумал. Я предложил ее оставить, как она есть. Далее, когда мы говорим о создании отдельной комиссии по общественному контролю и работе с обращением граждан, это, наверное, в принципе, общественная палата, я об этом сегодня и Борис Александрович говорил, об огромном количестве жалоб и обращений, которые сюда поступают. Так? Наверное, этот вопрос уже назрел. Почему? Потому что, ну, еще раз, мы же учимся, так? Первый созыв прошел, и обращения граждан, они же на самом деле не всегда жалобы, так? Они есть и много разных предложений, так? Много разных просьб, вот, которые необходимо рассматривать и по ним какие-то вам рекомендации готовить. И как определенный такой орган в этой части, наверное, комиссия по общественному контролю, работе с обращениями граждан, наверное, должна быть. Вместе с тем, вот работа по общественным организациям, о которой Виктор Васильевич говорит, и абсолютно правильно говорил, да? Я думаю, что вы могли бы в рамках комиссии по развитию гражданского общества и местного самоуправления, который сегодня есть, да, этот вопрос как раз и в том числе, может, там название еще кто-то поменять и так далее, но это как раз предмет вопроса именно этой комиссии, работа с общественными организациями. Что такое развитие гражданского общества? Это как раз в том числе и работа с общественными организациями. Поэтому у вас такая комиссия есть, другой вопрос, что, может быть, ее работу надо активизировать, какие-то вопросы более
предметно поднимать. Ну, вот, отдельно создавать комиссию по нормативно-правовым вопросам, коллеги, я вам не советую. Это не предмет деятельности общественной палаты. Нормативно-правовые вопросы — это городская дума, это работа администрации. Да? Если у вас есть какие-то законодательные будут предложения, мы, конечно, их с удовольствием рассмотрим. Так? Но создавать отдельную комиссию здесь еще по нормативно-правовым вопросам, ну, никакого смысла нет. Еще раз, это не предмет нашей деятельности. Здесь надо, как раз вот Борис Александрович об этом правильно говорил, мы должны четко разграничить, кто за что отвечает. У вас общественная, скажем так, деятельность, так, и она все-таки с нормативно-правовой деятельностью не сильно пересекается. Как инициатива, ради бога, от общественной палаты. Мы готовы это все рассматривать и решать. Вот очень серьезный вопрос по предпринимательству, так? Насколько нам все-таки его нужно отдельно выделять в отдельную комиссию по предпринимательству общественной палаты. Вот, насколько это возможно. Вот здесь я бы, наверное, хотел ваше предложение услышать. Так? Конечно, можно выделить, можно не выделить, так? Но насколько вот это необходимо вам сегодня? Можно я выскажусь? Да, пожалуйста. Представитель бизнеса, представитель Координационного совета при главе республики. Обязательно нужно, потому что сейчас вообще весь бизнес сосредоточен в Якутске, да, основной. И все проблемы, которые адресованы от бизнеса правительству, они обычно адресуются от Якутска, от города, к сожалению. Да. Мы говорим о том, что у нас там агропоезд нужно делать вокруг Якутска. Это достаточно серьезный проблемный вопрос, который волнует, я думаю, даже Ольга Егоровна, да, как представитель сферы сельского хозяйства поддерживает в этой части. У нас очень много вопросов по алкоголю, да, от сферы общепита, который тоже, я думаю, будет актуальным в сфере общественной палаты, потому что у общества одно мнение, у бизнеса другое мнение. И я думаю, что если мы создадим такую площадку, где все-таки представители бизнеса смогут высказаться и общественность, это было бы большим подспорьем даже формирования закона, да, в этой части. По детским садам, по тем же самым, да, поддержка малого бизнеса, это очень актуальный вопрос. И есть очень много мамочек, которые бы хотели бы заняться, возможно, да, в этим, заполнить эту нишу, но у них нет где-то, возможно, знаний, да, в этой сфере, куда пойти, где получить финансирование. Может быть, даже создать какую-то комиссию, которая смогла бы оказывать информационную поддержку в области предпринимательства, как раз по вопросам грантовой, субсидированной поддержки начинающим предпринимателям. Вопросов очень много, я думаю, что комиссия такая нужна. И, в части, допустим, Торкина с его огромным опытом, да, в бизнесе, и с моим опытом в области общественной деятельности, в области как раз малого бизнеса, начинающих предпринимателей там, и в Селигерах, там, да, и в различных координационных советах. Я думаю, что мы бы объединились и достаточно хорошую комиссию бы создали. Спасибо, Елена Сергеевна. Просто я думаю, что Юрий Семенович это предложение внес для того, чтобы наоборот. Не будет ли это дублировать Координационный совет по предпринимательству? Я вот слушала сейчас ваши, и многие вопросы, это к ним относятся. Здесь общественные, а там вы конкретные эти направления дали работы уже. Алена Михайловна как раз немножко окрепила мое выступление, да? Реплику точнее, да? Не, абсолютно верно. Почему? Потому что все, что вы сказали, я двумя руками за, но у вас в городе Якутске этим занимается Координационный совет по предпринимательству, где сидят предприниматели, и они решают все эти вопросы. Да? У нас же, мы даже более того, вот, недавно меня тут упрекали, что ФАС там, понимаешь ли, нашел нарушение, что мы лоббируем интересы отдельных товаропроизводителей. Да? Не городская администрация лоббирует, это Координационный совет по предпринимательству города Якутска, где сидят одни сплошь предприниматели, принял решение, что мы должны поддержать товаропроизводителей при выделении грантов, а не всякие юридические компании, не торговые компании. Абсолютно правильное решение не приняли. Да? И мы, исходя из этого распределения субсидий, они такое и сделали. Они, кстати, сами распределяют субсидии. А сейчас ФАС, понимаете, решил, что мы должны неограниченному кругу предпринимателей раздавать эти субсидии, начиная от торговых, там, юридических компаний, заканчивая там кем-нибудь. Да? Но мы, конечно, с этим не согласны. Вот, если кто-то считает, что я в этом случае лоббирую кого-то, пусть считает, я лоббирую товаропроизводителей города Якутска. Вот и все. Да. Индивидуальных предпринимателей. А Координационный совет города, он входит, да, как-то кто-то из представителей? Потому что я по республике, я по городу, если честно, не... Если это ваше упущение.
Ну, по республике Саха-Якутия, по городу. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, мы уже вот две организационные встречи провели. Я уже говорил о том, что есть в регламенте статья 28. Вы поймите, вот и поверьте нашему опыту о том, что значит, по каждому вопросу комиссию создать невозможно. Ну, чего греха таить, были проблемы же у нас и по форуму наших комиссий общественной палаты. А статья 28, я об этом уже говорил, о том, что не только в общественной экспертизе нормативно-правовых актов можно это проводить, но и по иным целям. То есть та или иная проблема, можно создавать межкомиссионную рабочую группу. Об этом говорит глава 4. То есть это временная группа, решает, выносит свои рекомендации и направляет. Поэтому здесь вот статья 28 главы 4 об этом четко говорит. А создавать по каждой проблеме комиссию, это, ну, сами понимаете. Но тем более, что Юрий Семенович противоречит сам себе. Он предлагает выделить комиссию по вопросу предпринимательства. И тоже пишет, состав одной комиссии должно быть не менее 5 человек. Если еще одну комиссию, это будет 6 комиссий. 30 человек. По 5 человек у нас 27 человек никак не получится. Уважаемые коллеги, вот мне кажется так, о том, что мы выделим там предпринимательство или городское хозяйство, здравоохранение, образование, выделим отдельную комиссию, от этого, я думаю, лучше не будет. Это формальность, понимаете? Все зависит от нас самих. Кто будет в этой комиссии, например, комиссии по вопросам городского хозяйства, строительства и предпринимательства, активно участвовать? От нас самих зависит. Вот, Ирина Сергеевна, пожалуйста, вы входите в эту комиссию и поднимайте предпринимательство. Вот, это раз. И поэтому, мне кажется, раздергивать вот те имеющиеся комиссии сейчас нецелесообразно, а потом по ходу работы в течение 3 лет, если понадобится, мы структуру запросто поменяем. Это наше право, правильно? Потом, значит, вот, уважаемый Александр Семенович, комиссия по общественному контролю, это я считаю, в принципе неправильно, потому что общественная палата и есть общественный контроль. Мы все субъекты общественного контроля, понимаете? Поэтому каждая комиссия проводит общественный контроль, любая комиссия, понимаете? Поэтому создавать отдельную комиссию по общественному контролю, а с обращением граждан то же самое. Члены комиссии, значит, я вообще считаю, что мы должны принимать граждан здесь в стенах, мэрии, должен быть график, режим приема граждан нами, каждым членом комиссии. И каждая комиссия должна работать с обращениями граждан. Каждая комиссия. Поэтому создавать отдельную комиссию с обращением граждан, это, я думаю, неверно. Поэтому я предлагаю оставить, давайте за основу примем все 4 комиссии, которые были, работали, а там по ходу работы посмотришь. Хорошо, как вы считаете? Спасибо, Владимир. Какие еще есть предложения? Просто вот предпринимательство нельзя отделять от только торговли, городского хозяйства. Поэтому более шире. Хорошо. Ну, вот мнение единое, в принципе, есть, да, по предпринимательству, что мы все-таки его должны внутри городского, в целом нашего города смотреть. Потому что, конечно же, предпринимательство непосредственно связано с вопросами строительства. Да? У всех предпринимателей вопросы строительства, да? Вопросы того же городского хозяйства, подключения к сетям, это же все равно все идет, рассматривается. Да, Александр Ильич, пожалуйста. Можно, да, я разъясню по поводу, мое мнение выскажу по поводу комиссии по общественному контролю и работе с обращением граждан. Дело в том, что вот, да, у меня уже такое мнение слышал, что в принципе каждый член общественной палаты, да, занимается тем или иным общественным контролем, да. Вы понимаете, когда занимаются все этим, да, это получается, то есть, как говорится, если отвечают все, то, значит, не отвечает никто, по большому счету. Я поэтому считаю, то, что, тем более у меня в этом опыт большой, я, в принципе, могу сам возглавить эту комиссию, да, и дать те или иные поручения, так как ко мне лично, допустим, в мою организацию обращаются очень много людей, да, и, ну, у меня не было ранее тех или иных, допустим, скажем так, ресурсов поддержки общественной палаты, а сейчас такая возможность есть. Тем более
именно как раз вот обращение содействие гражданам, да, в общественном контроле, естественно, работа с ними индивидуальная даже, допустим, да, это и есть как раз непосредственное, потому что есть в обществе есть мнение такое, что чем занимается общественная палата, допустим, там республиканская или городская. А вот сейчас, получается, есть реальная возможность показать членам общественной палаты, чем они занимаются. То есть такая работа на земле. Вот и все. Уважаемые коллеги, я поддерживаю предложение Захарова. Вот такая комиссия по общественному контролю и работа с обращением граждан она должна быть, это должно быть важнейшее направление общественной палаты не представляется, поэтому такая комиссия должна быть. Хорошо. Так, еще, пожалуйста. Но я считаю, что не надо создавать никаких таких отдельных комиссий. Во-первых, ну, на мой взгляд, просто из практики. Фильтр обращение граждан это к кому? Это прежде всего, наверное, к секретарю, да, приносит кто-то заявление, там, обращение, или к какому-то человеку, то есть члену общественной палаты приносит. Существует фильтр. И этот фильтр, который пропускает, перенаправляет вот эти обращения в ту комиссию, в эту комиссию, в эту комиссию или в эту комиссию. Что можно, Александр Семенович, что можно в вашей комиссии решить, если вы в вопросах ЖКХ, предположим, мало что понимаете? Не понимаю. Моя задача это обратиться к вам, пригласить вас в качестве эксперта. Так это же делает секретарь, который принимает. Каждая комиссия занимается. Каждая комиссия занимается этими вопросами, да? Каждая комиссия. Другой вопрос, Харлан, ты знаешь, что когда я говорил, что я вот это поддерживаю предложение в целом, да, как бы суть этого предложения в том, что у нас обращения все-таки поступает много, так, у нас нет систематизации этих обращений, так, у вас они, да, они где-то куда-то поступают, ну, поступят Синяеву, поступят Павлову, там, поступят Захарову и так, но они у вас не систематизированы. Они у вас как бы так, ну, на сегодняшний день они, нет у нас такого единого подхода к работе с этими обращениями. Вот то, что поступило председателю общественной палаты, это понятно, он его расписал по линиям. А вот то, что поступило, например, ДУ член, вот завтра Бориса Ольги Егоровны, житель села Хатаса, да, по какому-то вопросу. Вот. Где это у нас систематизировано? Где у нас это идет? Да? Вот в этой части какой-то, я не знаю, ну, может быть, не сегодняшним днем выделять решите, да, но какой-то орган у вас, я думаю, что должен быть по систематизации, по объединению всего этого массива. И анализа. И анализа. Да, контроля, в конце концов, за исполнением этих поручений. Потому что вот городская дума же, например, если какие-то вещи поступают, они же контролируют потом, как они исполняются. Если отказ, почему отказ, если мотивированный, то мотивированный, если нет, то дальше занимаются. Все это, конечно, сказать, что только одна комиссия у нас монопольно имеет право на общественный контроль, тоже нельзя. Да? Общественным контролем вы все должны заниматься. Вы для этого и члены общественной палаты. Вот. Вместе с тем, вот какое-то решение нужно найти. Александр, может, вы более подумайте еще и напишите это, и с коллегами потом обсудите. Вопрос еще такой правильный, нужный, так, но его надо вам самим вот внутри еще договориться и систематизировать. Можно внести предложение? Согласен. Мое предложение такое. Ну вот у нас единственный человек, который как бы на постоянной основе работает, это все-таки секретарь, да? И на мой взгляд, даже если обращение ко мне поступит, или там Максим Семенович, или там Марат Викторович, они должны быть зафиксированы у секретаря в обязательном порядке. И то уже благодаря вот этой вот работе появится какая-то систематизация. В ходе работы самой общественной палаты мы уже можем выработать механизм, систему, как это все сделать и как осуществлять контроль за вот этими обращениями. По-другому оно никак не получится. Хорошо. Спасибо, Сергей. Так, коллеги, давайте тогда мы уже все-таки точку будем ставить. Сначала давайте мы примем за основу вот 4 комиссии, которые у нас на сегодняшний день существуют. Кто за это, прошу проголосовать. Так, против, воздержался. Так, 1 воздержался. Так, дальше. Идем по порядку, так, как поступали у нас предложения. Так, от Юрченко поступило достаточно много разных предложений. Здесь
Так, ну, у вас на руках все имеется, так, создание и преобразование 1, 2, 3, 4, 5 комиссий, да? Уже основа. Какие есть предложения? Можно сказать, да? Нет. Уже же основу приняли, 4 комиссии. Ну, основу приняли, но это не значит, что мы там можем что-то не менять и так далее. Да? Поэтому я предлагаю, в принципе, здесь здравое зерно, конечно, в этих предложениях есть. Ну, уже когда руководители будут избраны, у вас все-таки посмотреть части, да? Потому что какие-то формулировки, участие в общественных организациях и так далее, может быть, еще нужны будут. Да? Участие в комиссии, например, по развитию гражданского общества местного самоуправления. Вот, поэтому тогда ставим на голосование или не ставим, мы на доработку. На доработку? Я у инициатора спрашиваю. Инициатор. Я, например, считаю, что 4 комиссии вполне достаточно. Потому что здесь вопросы переплетаются. Детский сад, примерно. Комиссия по социальным вопросам занимается. Здравоохранение, комиссия по социальным вопросам. ЖКХ занимается и социальная комиссия, иногда занимается комиссия по городскому хозяйству и так далее. Что здесь четко разделить вот это сюда, вам никогда не удастся. Поэтому нужно подходить будет к решению всех вопросов комплексно, и будут работать многие комиссии. Поэтому дележки, вот вы меня извините за выражение, вот это не должно быть. Хорошо. Четко должно быть определено. Тогда ставлю вот предложение товарища Ющенко на голосование. Кто за, прошу проголосовать. Против? Так, остальные воздержались? Вопрос не понял. Не, он же внес предложение. Преобразовать комиссию следующим образом. Там комиссия по вопросам градостроительства, комиссия по вопросам науки и образования. Ну, и против чего вы, в принципе, все выступаете. Поэтому надо определиться. Мы же предложение поступило, надо же голосовать. Я предложил инициатору, может быть, и снимете, и на доработку отправить. Да. Лучше на доработку. Да. Вопрос снимаем, уже на доработку. Да. Но он уже не... Алексей Анатольевич молчит, поэтому я просто ставлю. Хорошо. На доработку. Он снял и отправил на рассмотрение уже Когда успел. руководству общественной палаты. Когда изберете, начнете работать. Так, следующее предложение Александра Ивановича Захарова, КНК. Так, создать комиссию по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Так, кто за, прошу проголосовать. Так, 1, 2, 3, 4. Кто против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, кто воздержался? Так, остальные воздержались. Вот, коллеги, вместе с тем я вот все-таки настоятельно советую, так, в дальнейшем к этому вопросу вернуться. У вас определенный орган в этой части должен быть, который все сводил, занимался организацией работы. Вот. Так, по предложению Коркина Юрия Семеновича, ну, я так понял, что мы отдельную комиссию создавать не хотим, так, но вместе с тем все равно проголосовать надо. Кто за, прошу проголосовать. Против? Да, воздержались? 4 воздержалось, остальные против. Хорошо, тогда по второму вопросу у нас все. Так. Переходим к следующему вопросу об избрании председателя общественной палаты городского округа. Ну, во-первых, конечно, Борис Александрович, ему хотелось бы поблагодарить за его работу в первом созыве и наградить заслуженными аплодисментами. Что касается второго созыва, то действительно мы здесь должны подойти максимально продуктивно, максимально вдумчиво, да. Вот, как мне кажется, сейчас наиболее такой серьезной и качественной кандидатурой мог бы служить Харлан Назарович. Это человек, который очень активно работал, первый созыв является руководителем ДТРК САХА, также организовывал медийную поддержку наших инициатив различных. То есть, мне кажется, что человек может компетентно, оперативно и очень продуктивно вести общественную палату вперед. Спасибо. Так, Борис. Я считаю Дьяконова
Харлантий Назарович. Достоин быть председателем, я думаю, меня многие поддержат, это человек лидер. Все. Спасибо, Александр. Так, еще какие предложения из коллеги? Поддерживаю. Хорошо. Ну, я выступать не буду. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы поддержать выдвинутую рабочей группы кандидатуру Харлантия Назаровича Дьяконова из должности председателя Общественной палаты города Иркутска? Кто за, прошу проголосовать. Так, кто против, кто воздержался? Принято единогласно. Харлантий Назарович, поздравляю вас. Прошу, Харлантий Назарович, занять место. Самоотвод не принимается. Ну, сейчас после избрания я на самом деле благодарю вас за очень, на мой взгляд, правильное решение. Я всегда в людях сужу по его делам, да? Харлантий Назарович, несмотря на свою огромную занятость на своей основной работе, так, один из немногих членов Общественной палаты, который всегда находил время для работы не только в заседаниях Общественной палаты, но и работы в комиссиях Общественной палаты. Так, коллеги? Вот когда вы начнете работать, вот, на самом деле проблема кворума, о которой многие сегодня говорили, она реально может стать. Потому что вроде сейчас все, мы готовы там 10 комиссий создать, там с утра до вечера работать, да, но, к сожалению, бытие оно определяет сознание. И вот все вы люди на своей основной работе заняли. Поэтому прошу в этой части с Харлантием Назаровичем в том числе брать практику. Дорогие коллеги, во-первых, большое спасибо за доверие. Ну, вообще, я считаю, что быть членом Общественной палаты – это большое доверие, большая ответственность. Я понимаю, что каждый из вас может быть председателем Общественной палаты, потому что вы по зову сердца и души пришли сюда. Хотя, я знаю, мы все очень заняты на своей основной работе, но мы все активные горожане, вот, любим свой город, хотим, чтобы он был краше, лучше, чтобы каждый житель нашего города чувствовал в нем себя уютно, комфортно. Вот. Ну, о целях и задачах Общественной палаты вы посмотрите закон, вот, а в Общественной палате там все 6-7 пунктов, по-моему, цели и задачи. Ну а в двух словах я скажу, что общественные интересы, в данном случае, в нашем случае, интересы наших горожан должны идти в унисон с решениями исполнительной и законодательной власти города. Нам поручено это, над этим наблюдать, и чтобы власти это соблюдали. Это наша, вот в двух словах, вот это наша задача такая. Вот, это очень сложная задача. Борис Александрович сказал, Борис Александрович очень мудро вел нас 3 года, и налево, и направо, прямо шли. Вот. Как могли, работали. Вот. И были очень большие трудности с нормативными документами, шли по целине, не было никаких регламентов. Наш городской регламент, между прочим, самый первый в республике. Вот. Поэтому я вам желаю, всем нам желаю активной, плодотворной работы ради наших горожан, ради города. Спасибо еще раз за доверие. Так, уважаемые коллеги, значит, я думаю, это, надо было познакомиться, а то, наверное, это сам. Как вы считаете? Все правильно. Вот, ознакомимся. Ну, вот старый состав, значит, Борис Павлович Гумер, Аглы, очень активный общественный, мастер художественной ковки, он представлен от Союза архитекторов. Вот. Антон Андреевич Жандоров, главный редактор «Невского», без него мы совсем не можем. Он член Общественной палаты города, республики. Вот. Александр Кириллович Павлов, один из известнейших предпринимателей нашей республики, нашего города, генеральный директор ООО «Керга». Вот. Всех женщин украшают, женщины его очень уважают.
Афанасьевич Федоров, доцент финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета. Вот, доцент. Уже с первого созыва. Мария Николаевна Христофорова, ее нету, к сожалению. Вот, ну, очень активный член нашей палаты. Виктор Васильевич Шепелев. Шепелев. Вот. Замдиректор по научной работе Института международоведения, доктор наук, наш главный эколог. Вообще, я бы сказал, главный эколог нашей республики, очень уважаемый ученый. Вот. Значит, из новых Дмитрий Афанасьевич Алексеев, вы его все знаете, я его по городской собранию депутатов знаю, директор Якутского медицинского колледжа. Василий Сергеевич Данилов, арбитражный управляющий. Ох, как, ну, у нас юристов не хватало. Вот, все, Василий Сергеевич сейчас возьмется, у нас все будет окей. Ирина Сергеевна Высоких, Казанина, директор ООО «Профи», выдвинутый депутатом городской думы Амосовым. Вот, женщины всегда двигатели прогресса. Вот, особенно нам, мы, мужчины, без них не можем работать. Юрий Семенович Коркин, ну его все знаете, почетный гражданин города Якутска. Альбина Михайловна Лыкина, ну, депутат Филиппова. Ну, ее опыта нам не хватало по социальным вопросам. У нас по социальным вопросам, конечно, есть очень большие прорехи. Мы очень много обращений граждан. Я думаю, Альбина Михайловна возьмет серьезно за этот участок работы. Оксана Андреевна Романова, заместитель директора по сегодня нету, да? Максим Семенович Руков, бизнес-тренер, основатель школы личностного развития. Вот. Тоже городская дума выдвинула. И наши новые члены, тоже, которых мы на прошлом заседании избрали. Борисова Ольга Егоровна, заместитель директора ООО «Багарак». Это выдвинуто от старших крестьянских фермерских хозяйств. Ну, сельское хозяйство, вы знаете, у нас очень серьезная отрасль, аграрная промышленность города. Нам надо тоже очень за этот вопрос взяться. Егоров Алексей, извиняюсь, Мещеряков Иван Михайлович, пенсионер по делу внутренних дел, выдвинут от Якутской городской казачьей команды по вопросам отдела внутренних дел. У нас были в течение 3 лет большие вопросы, особенно по работе ГИБДД. У нас по статистике, значит, смертных детей там получилось и так далее. Мы пытались заниматься, но у нас специалиста как раз не хватало. Я думаю, Иван Михайлович очень серьезно возьмется за это дело. Марат Викторович Николаев, студент Северо-Восточного федерального университета, вот, выдвинут от республиканской общественной организации «Спортсмен». Ну, я думаю, вопросы вообще вот это вот инвалидности и так далее Марат Викторович тоже возьмется, потому что отношение власти к этой категории населения характеризует власть, как говорят, как власть относится к нашим инвалидам, так и поэтому тоже нам надо. Синяев Сергей Викторович, вот, Сергей Викторович возьмется, я думаю, за собственников жилья, жилищно-коммунальном хозяйстве. У нас тоже там очень много вопросов, обращений граждан имеется. Вот. Значит, Шадрин Вячеслав Иванович, научный сотрудник естественно-статистических исследований Института гуманитарных, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Я думаю, вот это тоже большой класс работы. Ющенко Алексей Анатольевич, ну как же наш без школы, правильно? Ага. Вот. Директор Кандаларской средней образовательной школы. Вот. Захаров Александр Семенович, председатель правления региональной правозащитной общественной организации Комитет народного контроля. Вот. Александр Семенович очень активный, нам его не хватает. Вот как раз связь граждан
Я думаю, вот он не зря обращался, вот, что на комиссию по связям с обращениями граждан. Мы обязательно по ходу работы создадим вот такую структуру, ну, может быть, не постоянную комиссию, которая бы работала именно с обращением граждан. Я думаю, Александр Иванович за это будет решать. Вот. Спасибо. Так, познакомились. Теперь, значит, по ходу идем. По избранию заместителя председателя общественной палаты города. Секретарь. Значит, об избрании секретаря общественной палаты городского округа города Иркутск. Уважаемые коллеги, я предлагаю избрать секретарем общественной палаты, нашей общественной палаты, Ирину Сергеевну Высоких Казанину. Да. Я думаю, ну вообще это у нас должность такая номинальная такая, но тем не менее у нас Ольга работала, неплохо работала, вопросы там, связи с каждым членом общественной палаты она хорошо устанавливала, повестку мы получали. Самое главное, вы должны в контакте работать с отделом по работе с общественными организациями мэрии. Вот как раз я думаю, ну пока я думаю, что все обращения граждан в общественную палату должны идти через секретаря нашей общественной палаты, и она должна все это консолидировать, смотреть и отписывать и контролировать каждое обращение граждан, как нами, как выполняется. Вот. Ну, примерно вот такая работа у секретаря. Я ставлю на голосование. Значит, другие предложения есть? Нет, по секретарю. Да, мнение само. Да, потому что мне тоже было неожиданно. Нагрузка, как я понимаю, это серьезная. Да. Да у нас у всех нагрузка серьезная. У всех, еще раз повторяю. Конечно, больше было бы интересно работать в комиссии. А комиссия обязательно будете. У нас всего 21 человек. Да. В регламенте даже написано, что член комиссии может быть даже в двух комиссиях, не только в одной. Это у вас такая почетная должность предлагается сейчас, такая секретаря. Если я сейчас пытаюсь оценить нагрузку в политсовете, в координационном совете, Мы так долго ждали жизни. в арктиклете, что, если честно, побаиваюсь, что-то из этого сказать. Как сказал Арсений Сергеевич, никакие самоотходы не принимают. Так, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы избрать Ирину Сергеевну Высоких секретарем общественной палаты, прошу проголосовать. Единогласно. Все, спасибо. Значит, Ирина Сергеевна, поздравляем вас. Желаем плодотворной работы. Так, и к следующему вопросу. Об избрании заместителя председателя общественной палаты. Вот. Уважаемые коллеги, значит, предлагаю избрать заместителем общественной палаты Антона Андреевича Жандорова. Антона Анатольевича, я извиняюсь, волнуюсь немножко. Это серьезный исторический момент, понимаете. Это организационные вопросы. Так, вот Антон Анатольевич у нас осуществляет связь с Общественной палатой республики. Проявил себя очень активно, активный общественный, известный. Он принимал участие в Москве на заседании Общественной палаты Российской Федерации, выступал, наши проблемы рассказывал и наши предложения озвучивал там уже на уровне, так сказать, Российской Федерации. Вот. Я думаю, вы не будете против. Какие-нибудь сомнения, предложения, пожелания есть? Нет.
того, чтобы Антона Анатольевича Шандорова избрать заместителем председателя общественной палаты, прошу проголосовать. Согласно. Поздравляем, Антон Анатольевич. Так, значит, предлагаю вторым заместителем председателя общественной палаты избрать не этично, может быть, который, человек, которого здесь нет, Мария Николаевна Христофорова. Да ее все знают. Что... Вот. Мария Николаевна Христофорова была заместителем председателя тоже. Борис Александрович, скажут они пару слов. Вот. Человек очень мобильный, причем вот заслуга Марии Николаевны в том, что вот когда готовили первые международные конференции «Города и люди», можно сказать, большую и главную роль сыграла Мария Николаевна в подготовке второй конференции Марии Николаевны, большую связь с общественностью. Так что я считаю, что очень достойный человек, значит, который работу знает, работала, можно сказать, на отлично, я не ошибусь, если скажу. Поэтому считаю, что кандидатура вполне достойная для того, чтобы она продолжила работу заместителя председателя общественной палаты. Еще какие-нибудь суждения, вопросы есть? Поддержать. Кто за то, чтобы избрать Марию Николаевну Христофорову заместителем председателя общественной палаты, прошу проголосовать. Уважаемые коллеги, мы в регламенте включили мое хитрое предложение не менее двух, да, зампредседателей должно быть. Так что мы по ходу работы можем избрать и третьего зама, и четвертого зама, которые могут быть и в составе комиссии. Мне бы очень хотелось, чтобы это был из нового состава человек. Вот, поэтому присмотрим сейчас будет, там дальше видно будет. Вот. Повестка дня исчерпана, но два слова я хочу сказать о следующем заседании палаты. Я думаю, это уже отделу относимся по связям с общественностью. Значит, мы не должны забывать проект «Народный бюджет». Вот. Я прошу, значит, отдел, связан с общественностью, всех членов палаты, значит, закрепить за каждым отдельным проектом народного бюджета, чтобы мы могли контролировать. Это первое. Значит, на следующем заседании мы обязательно рассмотрим проекты народного бюджета, что будет контролировать, какой проект. Это обязательно в порядке. Второе, значит, пожалуйста, еще раз нормативные документы посмотрите, регламент, значит, закон об общественной палате, закон об общественном контроле, чтобы мы вот, надо быстрее входить в дело и потом, Вот в WhatsApp сделать группы. Группа есть у нас включить. Да, надо. А если нет, в WhatsApp есть группа. включите все. Все включите. Ну, Так, и еще одно пожелание, значит, наш сайт общественная палата совсем не работает с гражданами. Вот как раз граждане, чтобы могли свои предложения и так далее. Вот как-то обновить, Антон Анатольевич может подумать, чтобы наш сайт был действующим, как это. Но у нас не совсем сайт, тоже на базе якутского сайта. Да, я считаю, отдельно должно быть. Как считаете? Да. И каждый. Граждане могут и через интернет нам же вопросы задать, и свои пожелания. Правильно? Вот. Поэтому вот в таком порядке. Еще можно два слова? Вот мы совет палаты не избираем, потому что согласно регламенту туда входит председатель, два заместителя, председатель комиссии. Да. Но у меня есть предложение включить в совет палаты Бориса Александровича. Это не идет в противоречие с регламентом, потому что в регламенте говорится, что членами совета палаты могут быть
бывшие члены Совета. Его опыт, его, в общем-то, видение очень пригодится нам. Вот есть такое предложение. Ну, это голосовать, наверное, не надо. Борис Александрович, мы рады видеть везде, и в Совете, и на наших заседаниях. В общем, почетный будет он у нас член общественного. А почетный член он везде может быть. Правильно, Виктор Васильевич? Да. Но его совет нам обязательно. Мы все солдаты его обязательно в порядке. Ага. А вот по совету, значит, пожалуйста, посмотрите, кто какой совет, значит, хочет войти. Мы на следующем заседании обязательно должны председателя комиссии утвердить, членов комиссии и так далее. Комиссию? Да, комиссии. Пока 4 у нас. Да. Кто в какую комиссию войдет по своим, значит. Ирина Сергеевна уже сказала, в какую комиссию войдет, предпринимательское, городское хозяйство, там и так далее. Вот. Поэтому, так, Борис Ильич. У нас долго идет разговор насчет помещений. Мы как бы немножко страдаем, чтобы провести собрание, совещание и все такое. В прошлый раз Шепелев поднимал этот вопрос, и сейчас я поднимаю. Как нам быть? Арсений Сергеевич обещал как-то. Ну, отдельно, я думаю, вот мы должны принимать граждан, каждый член комиссии. Я вот считаю, вот, например, должен висеть график приема граждан членами общественной палаты должен умереть висеть и в каком-то кабинете. Я думаю, вот этот вопрос можно решить. А так отдельно, зачем это? Вот есть зал, пожалуйста, здесь собрание проводим. А по ходу, вот совет, который будет, да, председателя, зампредседателя и председатель комиссии, это оперативно собирается, решает повестку и так далее. Это можно собраться, например, мы собирались у Бориса Александровича в школе, да, иногда собирались. Ну а теперь будете в здании ГТРК САХА. Да. Поэтому трансляция прямой эфир сделаем. Вот. Я думаю, это в рабочем порядке вот так будем. А так, понимаешь, значит, с нами будет работать управление по связям с общественностью. Ольга Николаевна, пожалуйста, вот здесь, и Анжелика, наши рабочие люди, которые вот как раз будут нами руководить, направлять. Вот. Сайт, WhatsApp есть, там все вопросы, они по ходу оперативно решаются. У кого есть какие вопросы по ведению? Поблагодарим Алексея Сергеевича за проведение нашего организационного первого заседания второго состава. Вот. Мы, значит, еще раз говорю, общественная палата, сделаем все возможное, чтобы и помочь администрации города, и контролировать, чтобы вы не допускали ошибки. Вот. Поэтому будем совместно плодотворно работать. Всем успехов! Есть предложение сделать общий снимок. Да. Поддерживаем.